А тем временем от ухтинцев продолжают поступать жалобы на недостроенные и ветхие заброшенные здания в черте города. Особенно остро этот вопрос встает в теплый сезон, когда территория таких объектов становится местом развлечения для подростков. Ухтинцев волнует как вопрос открытого доступа к таким строениям, так и их дальнейшая судьба. О судьбе ухтинских заброшек узнала Виктория Науменко. В очередной раз вопрос заброшенных зданий встает на первом заседании городского совета нового созыва. Депутатский корпус обновляется, а ряд проблем остается. И долгострой – одна из таких. На сегодняшний день на территории города около десятка проблемных объектов. Среди них и ветхие заброшенные, и недостроенные. С ними ухтинская мэрия воюет давно и, как видно, не всегда успешно. Однако судьба некоторых из них все же изменится. Причем в ближайшее время. Среди таких частный дом по улице Интернациональной, он уже давно в аварийном состоянии, как и бывший военкомат. Мы получили решение суда, понятно, собственник это не будет делать, мы сами ее снесем и затраты предъявим собственнику этих домов. Там на двух хозяев, одного могут найти, второго не могут найти. Вторая ситуация у нас связана с домом, который у нас где был военкомат раньше. Там нашли собственника, уже, она через третьи, или четвертые, или пятые руки попала в руки Темдорстрою. Лично сам встречался с руководителем. Они в этом году, говорят, мы уже зимой начнем, в следующем году, я думаю, что до лета этого здания или они ее снесут, или они ее восстановят, сделают все. Завершение, причем скорейшее, ждет затянувшуюся стройку торгового центра на месте снесенного севера. Работы были приостановлены из-за пандемии и возобновятся в самое ближайшее время. Если учесть, что разрешение на строительство у собственника кончается в следующем году, в его интересах сделать все как можно скорее, отмечает мэр Ухты. Закончит и более давний долгострой. Здание, а точнее пока только металлический каркас по улице Первомайской. С собственником этого объекта Магомед Османов общался недавно, и тот заверил, что в следующем году там начнется строительство. Естественно, по предварительно согласованному с мэрией проекту. Достраивать в следующем году будут и жилую пятиэтажку на набережной Газовиков. А вот у соседней недостроенной девятиэтажки собственников несколько, и это усложняет ситуацию. Если не ошибаюсь, 7 или 8 человек, там каждый имеет какую-то свою долю. Но, вероятнее всего, нам придется тоже потратиться, на те бюджете деньги потратить для того, чтобы провести экспертизу. Если экспертиза признает, что он аварийный, естественно, будем его сносить и убирать. Естественно, потом предъявив вот эти затраты, которые мы сделали, этим 7 или 8 собственникам. Большие перемены ожидают и недостроенный торговый центр по улице Синюкова. Этот объект находится прямо напротив бизнес-инкубатора и ощутимо портит вид. У здания было два владельца, один из которых погиб. В результате стройка остановилась. Однако недавно собственник сменился, теперь это проверенное лицо. И недавно здесь уже шли переговоры с одной из крупных торговых сетей о том, чтобы разместить в этом здании супермаркет. Новый надежный хозяин появился и у другого проблемного объекта. Это здание на Машиностроителей 2 1988 года постройки, пожалуй, одна из самых известных заброшек Ухты. Но настало ее время. Теперь здесь новый владелец, и совсем скоро ее перестроят под жилой дом. Впрочем, остаются и такие объекты, повлиять на которые администрация не в силах. Так большие сложности с созданием бани в исторической части Ухты. Здесь нюанс в том, что оно в залоге у банка, и снести его администрация не может. Пока все, что в силах мэрии, дать предписание собственнику, чтобы тот привел его в надлежащий вид, хотя бы покрасил. А тем временем жители ближайших домов продолжают переживать за своих детей. Ведь заброшки всегда манят к себе подростков, а между тем таят в себе большую опасность. Виктория Науменко, Павел Лагутин, телеканал Юрган, Ухта.